Всем привет! Это башкирские каникулы, и мы готовы вновь удивлять вас красотами Башкортостана. С вами Альбина Касимханова, Дмитрий Каретко, и мы на пути в старинный купеческий городок Бирск, что в 100 километрах севернее столицы Республики Башкортостан. Здесь культура, традиции, быт русского народа. Здесь храмы, ремесленнические мастерские, статус яблочной столицы и пельмени. Да, каждый из нас по-своему изучит город и составит свой авторский тур. Но обо всем по порядку. Приятного просмотра! Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Вообще Бирск едва ли не единственный город Республики Башкортостан, сохранивший свой исторический облик. Кстати, мы идем около особняка Морозовой, начала 20 века постройки. И в целом плотность культурно-исторических достопримечательностей в этом районе, она просто зашкаливает. Мы проходим прямо сейчас по улице Коммунистической, которую пересекает улица Интернациональная. И для удобства, и, видимо, из большой любви к истории, на табличке, где указано название улицы, дублируется ее старое название – Большая Ильинская. Бирск – один из старейших городов республики. И я со всей ответственностью заявляю, он не похож ни на один другой город Башкортостана. Визуально это классический уездный городок, где сохранились старинные купеческие дома и прекрасная дореволюционная атмосфера. Обратите внимание, это Бирская крепость. Такой она была в 1667 году, и построили ее по указу царя Алексея Михайловича от 29 мая 1667 года. Кстати, такой ненавязчивый, может быть, кому-то интересный факт, единственным императором, который в свое время был в городе Бирске, является Александр I. От Александра I к бирскому купечеству. Вот он, тот самый знаменитый бирский купец, бородатый, чем-то похож на нашего оператора. Привет ему. Обратите внимание, продукция, которая выставлялась на бирских ярмарках, это сплошь, почти все тульского производства, знаменитые тульские самовары. Это так называемый четырехведерный, большой. Я для себя выбрал другой. Самовар эгоист жировой. Почему эгоист? Потому что на одного человека. Ну и знаменитый бирский самовар. Почему бирский? Потому что в 1904 году, здесь даже есть свидетельство, он выиграл приз за чистоту отделки и прочную работу. Ну а это, уважаемые друзья, диорама Троицкой площади, Свято-Троицкий собор. Удивительно красиво. А это Бирск на рубеже 19 и 20 веков с соответствующей атмосферой. Граммофон 1912 года выпуска, британского производства. Мы к нему подошли для того, чтобы узнать, а какую музыку слушали в то время. Вот бы оказаться здесь лет 120 назад и обсудить с этой милой барышней последнее творение Толстого. А еще обращает на себя внимание вот это старинное красивое здание. Здесь в Бирске его называют домом акушерки Ватлашова. У него абсолютно удивительная, где-то даже мистическая история. А вот у этого здания нет истории, оно еще только строится. Но строится по принципу: главное не испортить исторический облик центра Бирска. Ну а сейчас заглянем в дом знаменитой акушерки. Добрый день, Игорь. Добрый день, добрый день. Как дела? Хорошо. Какими судьбами в нашем городе? Ну, мы изучаем город, исторический город, и вот это здание, оно как-то привлекает внимание. Что это такое раньше было? Ну, это здание действительно историческое. Угу. Это дом акушерки Ватлашовой. Муж у нее был градоначальником города, но в исторических хрониках
а здание осталось как дом акушерки Ватлашовой. Сейчас такой памятник архитектуры. Да, памятник архитектуры. Видно, что мой собеседник любит и историю города, и этого здания. Ты знаешь, Дим, у этого здания есть еще одна удивительная история. Какая? Я вот тут работаю уже 25 лет, и представляешь, за эти 25 лет прилетело 13 аистов моим сотрудницам. Представляешь, каждый... Ты имеешь в виду, что 13 сотрудниц стали Да. мамами? Да, ты представляешь? Ну, акушерка Ватлашова, 13 сотрудниц. Это, получается, какое-то намоленное место, что ли? Ну, не знаю, может быть, те женщины, которые служили этому дому, Бог их так благодарит. Слушайте. Да, сейчас здесь не только кофейня, но и книжный магазин. Правда, большая часть книг, скажем так, нацелена на женскую аудиторию. Как ты видишь, у нас сейчас здесь находится книжный магазин, кофейня. Кофе ты попробовал? Попробовал, он вкусный. Пожалуй, лучший кофе в городе Бирске. Спасибо еще раз, Игорь, большое. Спасибо. Я пойду на Каланчу, оттуда, кстати, этот дом тоже очень хорошо виден. Да. Даже короткий путь до места назначения доставляет визуальное удовольствие. Кстати, точка моего паломничества, красавица Каланча, является частью Бирского исторического музея. И вновь меня преследуют эти высокие крутые лестницы. Бирская Каланча. Начало постройки 1912 год, год окончания строительства 1914. Судя по моему дыханию, вы понимаете, что здесь много ступеней, если быть конкретно 110. И вообще, если дом акушерки Ватлашова, в котором мы побывали, это такое место женской силы, то, как мне кажется, Каланча сама по себе должна символизировать силу мужскую. По крайней мере, я на это рассчитываю. Я же ее победил, я забрался. А еще это лучшая смотровая площадка в городе, поверьте мне. Храм Архангела Михаила – это то место, с которого и начинался город Бирск. Именно здесь, на высокой Галкиной горе, когда-то располагалось село Архангельское, которое сожгли в 1662 году. В русском поселении была деревянная церковь, и, по словам историка Татищева, именно в этом месте она и была. Таким образом, можно посчитать, что здесь, на Галкиной горе, вот уже 500 лет стоят храм. Храм Архангела Михаила известен не только в Башкортостане, но и во всей России. В 2016 году храм посетил святейший патриарх Кирилл и совершил в нем молебен. Здесь, в этом храме, служил диаконом дед святейшего патриарха Кирилла Василий Степанович Гундяев. В храме много старинных икон, у каждого своя загадочная история появления. Говорят, что люди с чистыми помыслами, пришедшие за ответами на свои вопросы, могут разглядеть лик. Он открывается лишь избранным. Здравствуйте. Здравствуйте. Альбина. Константин. Константин, не могли бы вы рассказать вот про эту икону? Это икона Гребенской Божьей Матери, называется так по местечку Гребени. Это в 12 километрах от Бирска. Есть ныне мертвая деревня, там никто не живет. Известно, что в 1799 году в этой деревне, в этом селе начал бить источник, на котором была найдена эта икона, обретена эта икона. Об этом сохранились записки в местных газетах. Икона оказалась чудотворной. К этой иконе приезжали все больше и больше паломников, людей, которые шли с молитвой, за исцелением, за помощью, с благодарностью. Ну вот если очень долго смотреть, можно все-таки разглядеть очертания лица женского. Да, это так. После того, как храм открылся в 1945 году, бабушки приносят сюда старинные иконы со множества разоренных церквей не только в Бирске, но и по всей округе. А у нас есть приглашение подняться на колокольню. На колокольню? Батюшка-настоятель этого храма благословил нам подняться разрешил. И даже позвонить. Будем звонить в Пойдемте. колокол. Я приветствую вас на колокольне нашего храма. Так, Сюда я раньше иду. поднимались только звонари, специально учиненные люди. Но батюшка благословил Ой, красота нам подняться какая! вдвоем.
Мне достаточно. Теперь вы. Что будем звонить? Перед началом службы, скоро здесь начинается служба, перед началом службы звонили звон, который начинался с благовестия. Готовы? Да. Готовы? Ну, с Богом. Ждем затухания. Резко так, да? Миссия выполнена. Очень ответственно, очень важно. Спасибо за доверие. Прихожане с окрестных домов услышали колокольный звон. Благовест, значит, скоро начинается служба. В 1835 году в Бирске по инициативе градоначальника Алексея Ватлашова принимается решение о строительстве нового храма. Большинство жителей были крайне против выбранного места, считая, что оно окажется за городом. Но чиновник начал строительство на собственные средства. Насколько он был дальновиден, мы можем оценить только сейчас. Сегодня Свято-Троицкий собор и площадь вокруг него – это центр города, окруженный красивыми купеческими домами. Это место притяжения бирян и гостей города. Отец Алексей, вот я только что пришла с храма Архангела Михаила, где очень много старинных икон, а здесь такое ощущение, что все гораздо новее. Да, действительно, здесь иконы немного новее, но в нашем храме есть и старинные иконы. Вот. И давайте пройдем, сейчас я вам покажу работы, выполненные современными технологиями. Давайте. В нашем храме вот есть несколько фресок, которые наносили на стену с помощью принтера. Это вот какой большой принтер должен быть, чтобы все стены Ну обвозить? да, оборудование большое, оно ездит по специальным рельсам, вот, Ага. и то есть печатающая головка, она как раз направлена на стену и вот краску наносит. В соседнем зале иконописец Николай расписывает своды и купола Свято-Троицкого кафедрального собора. Погрузившись полностью в процесс, раскрывает красоту и духовность храма с помощью красок и тонких линий. Вы знаете, меня всегда удивляет масштаб, да? Когда ты рисуешь на листе бумаги, ты всегда понимаешь, как примерно рассчитать пропорции, объем, цвет и нанесение. Расскажите, как вы умудряетесь все это красиво поместить? Вот, во-первых, для каждого вида работ есть и специалист свой, есть специалисты, которые миниатюрой занимаются. Мгм. Я не могу понять, как вот человек они это сидит, умещают, как да? человек сидит месяц, вот маленькой кисточкой с увеличительным стеклом, бывает там расписывает. У каждого свой немножко склад вот характера ума, не знаю, вот мне нравятся большие объемы вот эти вот, и для меня как-то нет никакой сложности. Для меня весь объем как одна как бы картина идет. Вот такой он, православный Бирск, умиротворяет и наводит на глубокие мысли. Я чувствую себя каким-то яблочным ракетиром, отдал 200 рублей, получил 5 килограмм яблок. Прелесть Бирска в его компактности и высокой плотности старины. И для полного счастья и нужны-то хорошая погода и авоська с яблочками. К слову, даже в сокрытых от глаз туриста местах есть на что потратить свое драгоценное время. Бирск – город ремесленников. Это гусь или утка?
Простите. Лебедь. Ага, Наташа. Заяц? Заяц. Догадался. Здрасте. Здравствуйте. Дмитрий. Евгения. А это что такое у вас? Кружки с Бирском. Логично, кружка. А это тарелка с Бирском. С Бирском. Разумеется, И конечно. даже колокольчики. Колокольчики тоже с Бирском. Да. Это вы сами все делаете? Да, все работы изготовлены в нашей мастерской своими руками. Из настоящей глины. А, это глина? Да. Понятно. 700 рублей. Мне кажется, вы недооцениваете свои труды. Ну, мы стараемся. Недооцениваете. Бирск. А насколько сложно все это делается? Можно попробовать своими руками изготовить. Мне. Да, Ну, прямо мы- сейчас. Вы моих рук не видели. Ну, давайте попробуем. Это наше творческое пространство «Четыре стихии». Прикольно. А это все то, что делаете вы своими руками? Да, это работы готовые, сделаны в нашей мастерской и также нашими гостями. Подождите, и дракона тоже вы своими руками Да, сделали? я очень люблю драконов, я их леплю, и мы делаем такие всякие штучки интересные. Обалдеть. Классно. А вот этот мужчина, он сейчас что-то делает, это Это Максим, Максим. мой Здрасте, супруг. Максим. Ваш супруг? Здрасте, Максим. Да. Здравствуйте. Вот я вас и хотела познакомить и А. предложить поработать за гончарным кругом. Отлично. Раньше были гончарные круги ножные, Ага. сейчас электрические. Вот педаль это для того, чтобы вы могли, можете покрутить больше, меньше. Руки у нас постоянно должны быть влажные, поэтому опускаем их в водичку, не переживаем. Так. Вода у нас чистая. Если вы чувствуете, что происходит что не то с руками, опять руки в воду. Они постоянно должны быть влажные. И потом мы просто берем, смотрите, как я делаю. Мы просто берем, нет, мы как бы обнимаем глину по центру движения. Вот мы ее просто обнимаем. Вот так вот. Нет, вот нашли центр, да? И сейчас центр нашли. Центр нашел. Вот. И потихонечку начинаем Его углублять. углублять. Но не до диска. Оставляем для донышка. Чтобы у Потому нас что если дойдешь до диска, велик риск потерять палец. диск. Диск, хорошо. Диск. Мы сейчас делаем тарелку, я так понимаю, да? Вам надо было? Хорошо, мы Вам делаем надо было тарелку. Мне была нужна тарелка, да, Максим. Да. У вас дома нет тарелок? У меня нет тарелок, ем из кастрюль. Сверху. И начинаем раскрывать. Без изъяна нет искусства, как говорят японцы. Так. Что, у меня тарелка-то готова, Максим? Когда ты создаешь что-то своими руками, это одухотворяет. Это говорит о том, что в вас сидит творец. Он скрыт в вас. Вы раскрылись, Дмитрий. Дима, а сейчас мы красим. Красим. Да. Здесь Набираешь краску и с правой стороны красишь свою тарелочку. Дим, ну прям напрашивается, чтобы ты написал название своей передачи. Максим, ну спасибо тебе огромное. Я бы без тебя, конечно, этого все не сделал. Жень, спасибо вам большое. Так, я знаете, я купил яблоко себе, да? Но вы настолько мне понравились, что можно их вам отдам? Спасибо. Спасибо. Вы же редко едите, наверное, бирские яблоки. Да, время варенья. Такая редкая вещь ты нам подарил. Спасибо, Дима, большое. Спасибо вам большое. А еще в Бирске очень большая марийская диаспора, и моя прогулка по городу была бы неполной, если бы я не заглянула в гости в настоящее марийское подворье, где меня уже ждут.
Здравствуйте! Сайулде, сайпоро! Гостья дорогая! Ой, По такие марийскому хорошие. обычаю гость в дом, счастье в дом. Проходите, пожалуйста. Спасибо большое. Забудьте все проблемы, забудьте все ненастья. И вот этот колокольчик говорит о том, что все у вас будет хорошо в нашем подворье. Все у нас Проходите, будет дорогие. хорошо. Здравствуйте! В Башкортостане проживает более 100 тысяч марийцев. Самая крупная диаспора за пределами Мариэл. Но, что важно, они не утратили связь со своей историей и со своей культурой. Встречают туристов в марийском подворье блинами и квасом и сразу ведут танцевать. Веревочка – танец дружбы и объединения. На первый взгляд все просто, но дробь очень сложная. Танец зарождался со времен язычества и формировался в течение веков. Собирались Марии вместе и начинали вить веревку, что, согласно легенде, оберегало от злых духов. Национальная одежда особенная, яркая и, конечно же, со смыслом. В наряде все цвета радуги. Вообще марийцы считают, очень любят обереги. Они всегда считают, что оберегом, например, дома является забор, оберегом дома является орнамент на дому, оберегом является одежда человека. Ну, я, в принципе, очень хорошо вписалась. Да. Не, Давайте правда, мы фарточек не оденем. вышито, правда, но вся в цветах. Давайте. Можно одеть фарточек. Все марийские Слушайте, а вы женщины... меня на кухню не отправите? А у нас все готово уже. Фартук, знаете, это очень удобная вещь. Согласна. Да, во-первых, защита от огня, от сильного огня, например, да, если женщина перед открытым огнем. Второе, значит, это украшение, да, очень женственно. Вот. А в-третьих, знаете, вот вы собрали огурцы, некуда класть. Раз в подол сложила, вот так и понесла домой. Можно и даже ведро с собой не брать. А сейчас мы посмотрим наши традиционные качели. Точно, Здесь вы качели. можете загадать желание. Эти ленточки разноцветные как раз говорят о том, что ваше желание обязательно сбудется. Качели – это связь неба и земли. Закрываю глаза и формирую мысли в космос. Угощалась я в подворье пирогами со щавелем, с яблоками и вишней. За фигуру переживать не стала. Все пекли на цельнозерновой муке. Наша бабушка говорила, если на столе стоит масло, уже стол сервирован. Вот. Это настоящее натуральное коровье масло. Марийская такая традиция оставлять монетку для того, чтобы все, что вы Намек я поняла, подождите, монетку. все, что вы съели, чтобы вам было в пользу. Это для вас нужно больше, чем для хозяев. Это больше. Мне все будет в пользу, имейте в виду, зафиксируйте, пожалуйста. Да. У нас женщина одно, у нас мужчин другое. Так у вас свои угощения, давайте. Называется медовуха, сделана натуральных пчел. В жаркое время выпить такого самого Это удовольствия было и полезно. То, что нужно после долгой, изнурительной прогулки по Бирску. Это было вот прям очень вовремя. Я выехал в загород, база Березовой рощи, 16 километров. Сижу на берегу Граховского пруда. Здесь какие-то гигантские карпы, как мне говорят. Очень спокойно, тихо. В общем, я сейчас попью вкусного чая, посплю. Ты, пожалуйста, не ходи за мной, весь день преследуешь. Вам, конечно, интересно, где я сегодня живу. Живу я в большом доме. Да, абсолютно не скромно, но я не мог себе в этом отказать. В общем, это второй этаж мансардного типа. 2 кровати. Сначала буду спать здесь, потом здесь. Ух ты, вот это интересно. Настоящая береза. И вид сверху на первый этаж. Давайте туда спустимся. Достаточно крутая лестница. Там кухня. Стол на умеренно большую компанию, диван.
Бомба. Всем добрый вечер! Пришло время отдыхать, и после такого утомительного, насыщенного дня я решила остановиться в глэмпинге The Бирск. Оцените картинку. Оп-оп-оп, смотрите. Классно, да? Ну что, идем дальше. Смотрите, какая веранда. Для теплых летних вечеров, чтобы сидеть и наслаждаться видами на озеро Шамсудин. Вау, открыла. Заходим. Что тут у нас? Ой, уютненько. Так, дополнительное место для гостей. Ну что, время отдыха. И мы не будем тратить его. Хороший вечер. Алло. Доброго вечера. Ну как, покорена бирской стариной? Ну, еще бы. Мне иногда казалось, что я попала в 17 век. Да, у меня такая же история. Слушай, а как с ночевкой? Ой, прекрасно. Я на озере Шамсудин. Альбин Фаритовна, а у меня гигантский дом. Ну и пожалуйста. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы тратила деньги. Я тоже желаю тебе доброй ночи. Спокойной ночи. Пока-пока. Ну что, пойдем спать, мой пушистый друг. Утро в березовой роще. Как поэтично звучит. День начну с рыбалки. Но, кажется, в нашей программе рыба клюет только на удочку Альбины. Однако уверен, эта неудача станет единственной на сегодня. Самый известный в Башкирии глэмпинг The Бирск на берегу озера Шамсудин особенно прекрасен с утра, на рассвете. Мягко расстилающийся по водной глади туман вдохновляет на новый день, на новые приключения. Город Бирск заявлен как яблочная столица Республики Башкортостан, и в поисках этих сладких плодов я и отправилась. Вау! Ух ты! Здрасте! Здрасте! Яблочные места покажете? Да, ой, можно? Ой, самые хорошие, красивые, вкусные. Ой, все. Ой, сейчас дверь. Поехали! Такую прогулку по яблочной столице я себе и представить не могла. Скорость, рев мотора и пыль бирских дорог. Да что уж там дорог, непроходимых лесов и грязевых бродов. Мой день сегодня начался с джип-тура. 15 минут езды вот на таких классных машинках. И взору путешественника открываются невероятные виды на Белую. Мне кажется,
Вот такой картины больше нигде не увидишь. Джип-тур – это весьма оригинальный вариант туристического маршрута по Бирску. Повезут вас вот эти брутальные ребята из клуба «Внедорожник» в рамках тура от Бирского купечества. Ну все, пошла за яблоками. Давайте быстренько. Опа. С миниатюрной копией Бирской крепости мы уже успели познакомиться, а сейчас мы на какое-то время перенесемся в 17 век. Да, у нас есть своя машина времени, для того, чтобы познакомиться с теми, кто населяет еще строящуюся Бирскую крепость. Для этого мы, конечно, по законам жанра должны позвонить в колокол. Кого там нелегкое несет? Я из соседней Уфимской крепости в гости, обмен опытом. Ладно, заходи. Ты кто, каков будешь? Чей будешь? Сын? Сын Олега. Каков, красив, буду. Красив будешь? Буду красив. Значит, служить будешь царю и отечеству. Что, одевай? Защитник Родины должен получить соответствующее обмундирование. Кафтан красного цвета, шапку бобром обшитую. Дальше обмотали кушаком, дали оружие, но пока только бердыш. До мушкета далеко не заслужил. А мушкет, на который слюнки текут, голландский, мануфактурные работы. Курс молодого бойца предполагает и огневую подготовку. И здесь без строгой инструкции не обойтись. Власть! Команда «Пали» делится на две части, чтобы при первом слоге «па» стрелец голову убрать успел. «Па! Ли!» О! О! Фитиль снять, полк продуть. Готов? Готов. Айдар, заряжай, палить он будет. Айдар, полку открой. И после «па» голову убираем. Куда убираем? Куда ты хочешь. Готов? Да. «Па». Рано. Рано, не дослушал. Рано? Пожалуй, возьмем мы тебя в Бирскую крепость. Спасибо огромное. А что главное в царевой службе? В царевой службе главное защищать Бирскую крепость. Неправильный ответ. В царевой службе главное обедать. Обед концептуальный, в духе 17 века. Не сказал бы, что выглядит аппетитно, но выбора нет. Салатик, репа под хреном, далее холодный суп ботвинья на квасе. В этом супе свежие овощи, зелень, а вот еще один ингредиент я так и не признал. Последний ингредиент отгадайте сами. Не знаю, что такое. Ну, попадет на язык еще. Я вот этого и боюсь. В 17 веке не пойдет, это что ели люди. Огурец? Но пора и родине послужить. Супостат не спит. Одна надежда на Димку. Но случилось неожиданно, я вновь проголодался. Есть будешь? Пельмени бирские. Воевода, стреляет плохо, службу несет плохо, но ест хорошо. Ну, стрелец, угощайся. Прости, что миска маленькая и пельмешка всего штук 200, но пока ты
Боец молодой. О. Очень вкусно. А хорошо здесь? Ну, хорошо здесь. Но в Уфу заберу. Так же вкусно ведь будет. Как воспоминание о городе Бирске. Красиво. Большой яблоневый сад семьи Урмановых знают все в Бирске. Здесь более 30 сортов яблок, от самых ранних до зимних. Реализуют как сами плоды, так и саженцы. Боже, райский сад со множеством деревьев. А сколько-то яблонь. Аромат, как в деревне, как в родительском саду. Там были точно такие же яблони. Ой, здравствуйте! Здравствуйте. Пришла на аромат яблок. Сейчас Альбина, покажу некоторые сорта. Здравствуйте. это вы владелец всего этого яблочного рая? Да, это наш питомник. Здесь мы выращиваем около 30 сортов яблок и размножаем для любителей садоводов или для жителей Республики Башкортостан. А вот это что за яблочки? Ну, это сорт «Спартак», зимний сорт. Ага, они Но уже созрели? Уже немножко вкус появился. Можете попробовать. Да. Вот смотрите, червивые. Ну. Значит, ничем не обрабатываете. В этом году нет. Значит, можно брать, вкусать Да, и не бояться. Смело. Сладенько. Ну, он поспеет еще в январе, еще слаще. Еще станет. зимой-то особенно До вкусно. мая лежит. У хозяев яблочной плантации все угощения к чаю из яблок. Продукт один, а вот вкусы разные, потому что сорта яблок дают разное послевкусие. Ну и гвоздь программы – яблочный сидр. Очень вкусный напиток. Попробуйте, да. Попробуйте, попробуйте. Ой-ой-ой. Я первый раз, видимо, пью этот напиток, потому что... Где мой конфетный компот? Вот. Кисленько было очень. Давайте, вот, закусывайте вот с яблочками, да. Все, кто планирует поездку в Бирск, нужно ориентироваться на сезон созревания яблок. Это истинное наслаждение. Чувствую себя как Надежда Румянцева из фильма «Девчата». 33 вида блюда из яблок можно приготовить. Яблоки печеные, яблоки сушеные, варенье из яблок, компот из яблок, сидр. В общем, самое главное, чтобы яблоки были вкусные, свежие, а главное – бирские. Привет, Альбин. О, Дима, я смотрю, ты хорошо вписался в концепцию города Бирск. Женщина, работают русские стрельцы. Мы на страже спокойствия, Бирян. Как отдохнул, Да стрелец? шикарно отдохнул, Альбин Фаритовна. Город видел много раз, но сейчас посмотрел на Бирск другими глазами. Согласна. Город уникальный и удивительно, как он сохранил свою историческую особенность, находясь так недалеко от столицы Башкортостана. Согласен. Сколько денег потратил? Немного, кстати, 9900 рублей. На лошадях ты давно катался? Причем тут это? Потому что я потратила меньше 8400 рублей. И ты катаешься на лошадях. Я не умею кататься на лошадях. Я знаю. Это были башкирские каникулы. До новых Пока-пока. встреч!